Книга– это очень важная форма общения между ребенком и родителем, и ее можно начинать читать еще с колыбели. Конечно, малыш еще ничего не понимает, но зато он прекрасно улавливает интонацию и звуки голоса взрослого. На воспитание ребенка напрямую влияет глубокий смысл и детских сказок, где рассказывается о добре и зле, о хороших и плохих поступках. А когда у ребенка появляется привычка к чтению, то тогда, продолжая читать, он становится полноценно развитой личностью. Не каждый человек сумеет в ранней юности выбрать для себя самую подходящую профессию, но талантливых, упорных людей жизнь рано или поздно выводит на верную дорогу, и они становятся успешными. Так произошло и с русским советским прозаиком и сценаристом, поэтом и драматургом Евгением Львовичем Шварцем, родившимся 125 лет назад, получившим юридическое образование, но считающимся прежде всего великим сказочником. Он запомнился детям потрясающе добрыми и реалистичными изложениями известных сказок мировых классиков. Из-под его пера вышло более 20 пьес для кукольного и драматического театров. Если найдется человек, которому кажется, что он не знаком с творчеством Евгения Львовича, переубедить его не стоит никакого труда. Достаточно лишь произнести «Я не волшебник, я только учусь» или «Какое сказочное свинство!». Для Шварца сказка была не этапом в творчестве, а именно основной составляющей. В каком жанре бы он ни работал, успешными были именно те произведения, которые были написаны в жанре сказки. Ведь именно через сказку писатель пытался пробудить, воспитать в трепетной детской душе уникальную способность сопереживать и сострадать. 120 лет назад родился советский график и скульптор, писатель Евгений Иванович Чарушин. Ни одно поколение детей выросло на книгах с его замечательными иллюстрациями. Это был человек, который волновался за судьбу окружающей среды, сознавая, что природа нуждается не только в познании, но и ждет от человека способности к сопереживанию. Постоянная тема творчества Чарушина– природа, жизнь животных. Писатель-художник глубоко любит и хорошо знает лес и его обитателей. Точно передает повадки животных, учит детей быть наблюдательными, прививает им любовь к природе, животным. Природа– главный герой большинства его рассказов. Человек воспринимает природу реально, как часть его обычной жизни, на охоте, в деревне, в зоопарке, даже дома. Герои– обычно люди, хоть как-то связанные с природой. Охотники, егеря, лесники, деревенские ребята, служители зоопарка. Наверное, именно поэтому надо обязательно читать своим детям произведения Евгения Ивановича Чарушина.